Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Развитию Арктики в целом в стране и, в частности, у нас в республике уделяется большое внимание. В этом году День коренных малочисленных народов России отмечается впервые на федеральном уровне. Чем знаменательно такое событие в масштабах страны и о проводимых мероприятиях в республике мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Михаил Погадаев, заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики. Михаил Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Но прежде всего, позвольте вас с праздником поздравить. Спасибо. А теперь давайте, наверное, вдадимся в историю праздничной даты. Как вообще случилось так, что именно 30 апреля отмечаем День КМНС? Да, действительно, в прошлом году, в 2025 году, во время празднования Дня народного единства, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин подписал указ об учреждении нового праздника, который называется День коренных малочисленных народов Российской Федерации. Эта инициатива исходила от Всероссийской ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. На протяжении определенного времени ходили дискуссии, и в конечном итоге было решено такой праздник учредить в нашей стране. А какая государственная поддержка малочисленным народам предоставляется сейчас? Ну, на самом деле, наверное, одной передачи не хватит рассказать о том, какие меры поддержки предусмотрены для коренных малочисленных народов Севера. В целом нужно сказать, что и в целом в Российской Федерации, и в нашей республике проводится такая очень целенаправленная государственная политика по устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера. И основные, наверное, направления, это три основных направления. Это сохранение родного языка. Здесь у нас предусмотрены мероприятия в рамках государственных программ Республики Саха-Якутия в области образования, а также есть отдельная государственная программа по поддержке государственных официальных языков Республики Саха-Якутия, куда как раз относятся языки 5 коренных малочисленных народов Севера. Это венов, эвенков, юкагиров, чукчи и долган. Вот. И также второе направление — это культура. Здесь у нас по линии Министерства культуры и по линии Министерства по внешним связям и делам народов Севера Республики Саха-Якутия также действуют государственные программы в сфере поддержки культуры, то есть это проведение наших обрядовых мероприятий, это национальные праздники народов. В общем, все те мероприятия, которые направлены на гармонизацию межэтнических отношений и в целом проводящие государственную национальную политику в нашей стране. Ну и третье направление государственной поддержки — это поддержка традиционной хозяйственной деятельности. В первую очередь это оленеводство. Ежегодно у нас порядка 1 300 000 000 выделяется на поддержку северного домашнего оленеводства. Кроме этого, поддержка рыболовства, охотпромысла. Вот. Все эти госпрограммы, они ежегодно предусматривают мероприятия, в рамках которых укрепляется материально-техническая база оленеводческих хозяйств, наших охотников, рыбаков. Ну и у нас также есть отдельная государственная программа по поддержке малочисленных народов Севера. Порядка 18 миллионов рублей ежегодно направляются на поддержку и укрепление материально-технической базы общин малочисленных народов Севера, а также на проекты некоммерческих организаций, которые реализуют проекты в сфере сохранения родных языков, традиционной культуры, ну и традиционного образа жизни. А вообще наша республика может послужить примером для других регионов со своими практиками? Ну, вообще нужно отметить, что Якутия является одним из лидеров среди регионов Российской Федерации в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера, в сфере обеспечения прав. У нас в Якутии принято более 20 различных законов, нормативно-правовых актов, которые регулируют правоотношения в сфере прав малочисленных народов. И, конечно, во многом наша Якутия является примером для многих других регионов. Вот, и мы стараемся, конечно, учиться, набирать опыта и в других коллег, да, с других регионов. Но нужно сказать, что проблемные вопросы, они очень общие для многих северных арктических регионов, поэтому проблемы у нас одни, общие. Вот, и подходы, конечно, от региона к региону отличаются, но мы стараемся проводить такую ответственную, целенаправленную политику, чтобы обеспечить интересы и права коренных малочисленных народов Севера, в том числе там, в части недропользования, в части сохранения традиционной культуры, родных языков и так далее. А какие мероприятия, ну, скажем так, значимые были проведены в прошлом году?
Ну, прошлый год был достаточно насыщенный, было очень много мероприятий. Мы проводили, ну, ежегодно мы проводим обрядовые праздники наших народов. Да? Это национальные праздники каждого народа, который у нас относится к коренным малочисленным народам Севера. Например, большой праздник у эвенков — это Бакалдын, который проходит в городе Якутске, в пригороде, в районе реки Кенкеме. Вот. А, кстати, вот в этом году мы также планируем проведение большого международного Бакалдына в городе Нерюнгри. В Нерюнгринском районе, да. Да, в Нерюнгринском районе, с участием гостей из других субъектов Федерации и зарубежных гостей из Китая, Монголии. Вот. У эвенов свой праздник — это Винек, который проходит тоже в июне, объединяя представителей эвенского народа. У юкагиров это праздник Шахадибе, тоже в августе отмечается. У Долган — это Хейра, тоже летний праздник. У русских арктических старожилов это первая Путина, и у чукчей это праздник Кильвей. То есть ежегодно мы проводим достаточно большое количество мероприятий. Это и конференции, и круглые столы, это различные фестивали. Проводится межрегиональная выставка «Мир Арктики», да, где наши народные мастера показывают свои народные промыслы, декоративно-прикладное искусство свое. Есть также большие у нас фестивали песенного творчества. Это направлено на сохранение языкового многообразия и поддержку молодых талантов. Вот. Кроме этого, проводятся и спортивные мероприятия. И, конечно, визитной карточкой республики являются праздники оленеводов. Вот у нас в прошлом году как раз проходил съезд оленеводов Республики Саха-Якутия, на который приехали представители других регионов, то есть чтобы посмотреть, как эти мероприятия проводятся у нас в республике. В общем, год очень был насыщенный, и в этом году не менее насыщенный, я думаю, этот год пройдет. Ну, в этом году еще, что символично, год культуры в республике и год единства народов России. Да, вот как раз в рамках года культуры и года народного единства тоже запланировано очень много мероприятий. Как я уже отметил, это и наш эвенкийский праздник Бакалдын, это и другие наши праздники. И, например, вот в Красноярском крае пройдет большой фестиваль «Сокровища Севера», который ежегодно в Москве проводился, где были представлены всегда наши мастера народного творчества. Вот в этом году большой праздник, приуроченный к Дню коренных народов мира, пройдет в городе Красноярске, куда также собирается большая делегация из Якутии. А по поводу промышленного освоения, все-таки не секрет, что во многих районах, где проживают коренные малочисленные народы Севера, промышленные компании ведут свою добывающую деятельность. Вот как здесь все-таки совмещаются интересы и сохранения культуры народов, и добычи? Действительно, так получилось, что именно в местах проживания малочисленных народов Севера сосредоточены наши недровые богатства, это полезные ископаемые. И сегодня Республика Саха-Якутия является таким активным промышленным регионом, да, где развивается добывающая промышленность. Для того, чтобы регулировать взаимоотношения между коренными жителями и компаниями недропользователей, у нас тоже разработана большая законодательная база. Это в первую очередь закон об этнологической экспертизе. На сегодня мы уже более 80 этнологических экспертиз провели в Республике Саха-Якутия. В рамках этих экспертиз оценено убытков, которые наносятся общинам коренных малочисленных народов Севера, на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Вот эти средства, они в течение периода эксплуатации этих месторождений там, и так далее выплачиваются коренным малочисленным народам Севера, их общинам в первую очередь. Ну и в рамках этнологической экспертизы также предусмотрены реализация программ минимизации негативного воздействия на этнологическую среду. Да? То есть компании разрабатывают свои программы социальной ответственности, и они в рамках и благотворительных программ оказывают поддержку местам проживания, то есть это наши поселки национальные, да, это наши общины. Вот. И в целом выстроен такой диалог, что компании проходят этнологическую экспертизу, оценивают свое воздействие, затем выплачивают компенсации и отдельно в рамках соглашений поддерживают коренных малочисленных народов Севера. Конечно, в этой сфере еще очень много проблем.
не все так гладко проходит, и есть компании, которые, к сожалению, не выполняют региональное законодательство. Здесь мы, конечно, работаем и с надзорными органами, с органами прокуратуры, привлекаем к ответственности. И здесь роль органов местного самоуправления, она ключевая, так скажем, потому что это все происходит на местах. Вот. Но в целом стараемся соблюдать баланс интересов, да, минимизировать конфликтные ситуации. У нас, конечно, к сожалению, конфликты возникают с местным населением, с промышленными компаниями, но нам все-таки в рамках тех механизмов, которые разработаны в законодательстве, правоприменительной сфере, нам все-таки удается устанавливать конструктивный диалог, вот, и приводить к тому, что компании относятся с уважением к коренным жителям, они оказывают необходимую поддержку, они корректируют свои планы развития, то есть как реализуются эти проекты. Но это, наверное, проблематика, которая присуща всем северным регионам, арктическим регионам, где проживают малочисленные народы. И вот здесь самый главный вопрос, как найти баланс, потому что необходимо развивать экономику нашей республики с одной стороны, с другой стороны мы должны сохранить уникальную нашу хрупкую природу Арктики, мы должны сохранить культурное, языковое многообразие, то есть делать так, чтобы коренные жители продолжали заниматься своими традиционными видами хозяйственной деятельности, да, оленеводством, охотой, рыболовством, чтобы природа сохранялась, и в то же время, чтобы это было взаимовыгодное сотрудничество с промышленными компаниями для развития местной экономики, чтобы производили местную продукцию. Вот на это направлена государственная политика у нас в Якутии. И я думаю, что сегодня очень много у нас ответственных недропользователей, которые понимают эти задачи, потому что они и прописаны и в Конституции Российской Федерации, и в федеральных законах. Поэтому я думаю, в этой части наша республика по-прежнему является одним из лидеров. Причем у добывающих компаний есть же еще и механизм возмещения. Да, вот я как раз и говорил о том, что они возмещают тот ущерб, который наносят исконной среде обитания, коренным малочисленным народам севера, и кроме того ущерба, который они наносят, например, окружающей среде. То есть есть вот компенсационные механизмы в части там, лесовосстановления, да, рекультивации земель, а также рыборазведения, то есть они какие-то природоохранные мероприятия в рамках своей деятельности проводят на территории нашей республики. А вот то, что касается именно воздействия на коренные малочисленные народы Севера, у нас есть отдельное законодательство, отдельные нормы и нормативно-правовые акты, вот, о которых я упомянул, это в рамках вот той же этнологической экспертизы. У нас также созданы 64 территории традиционного природопользования, задача которых также это защита исконной среды обитания. То есть, когда компании приходят на территорию традиционного природопользования, они обязаны согласовывать свою деятельность с органами местного самоуправления, с органами управления ТТП и оказывать поддержку социального и экономического развития этих территорий там, где они присутствуют, там, где они ведут свою хозяйственную деятельность. То есть вот эта сеть ТТП, она очень важна в части обеспечения прав малочисленных народов Севера. Ну что ж, Михаил Александрович, спасибо большое, что нашли для нас время. Еще раз с праздником вас. По возможности приходите к нам еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.